Добрый день, уважаемые коллеги, профессиональное сообщество Российской Федерации, Республики Коми и, конечно же, наши международные партнеры. Вас приветствует Коми Республиканский институт развития и образования, и мы очень рады, что вы имеете возможность сегодня вместе с нами открыть пятую международную конференцию «Эффективный учитель для эффективной школы». Уважаемые коллеги, для нас данная конференция является уже доброй профессиональной традицией. Мы сегодня понимаем, что вопросы повышения качества образования, они, конечно, объединяют всех педагогов, руководителей образовательных организаций именно с точки зрения осознания всех наших возможностей, всех наших ресурсов именно для того, чтобы в рамках национального проекта образования еще раз понять, что самая главная цель национального проекта образования – это повышение качества образования в каждой образовательной организации, в каждой образовательной системе субъектов Российской Федерации. Что важно для нас? Для нас важно, что данная конференция объединяет педагогов и руководителей образовательных организаций. Мы говорим не только о стратегии развития качества образования, а прежде всего мы рассматриваем именно те наши педагогические ценности, которые позволяют нам каждый день, каждый час включаться именно в решение очень важных задач, которые поставлены президентом Российской Федерации. Уважаемые коллеги, итак, нашей конференции исполнилось 5 лет. Да, действительно, в 2018 году мы провели первый международный методический семинар, который объединял образовательные организации, включенные в проект «Эффективная школа Республики Коми». Данный проект, он был связан с тем, что мы рассматривали те траектории развития школ, которые находятся в сложных социальных условиях, либо школы, которые, к сожалению, демонстрируют низкие образовательные результаты. И уже в 2018 году мы осознали, что семинар – это только точка отсчета для того, чтобы объединить те профессиональные ресурсы, которые сегодня позволяют нам не только рассуждать, но принимать очень важные управленческие решения на республиканском уровне и на уровне Российской Федерации. И мы подводили итоги нашего 5-летнего цикла и пришли действительно к очень интересным результатам. Количество участников уже достигло 4000. Вместе с нами постоянно в нашем семинаре принимают участие представители и Татарстана, и Удмуртии, Калининградской области, Ханты-Мансийского округа, Томской, Иркутской области, Оренбургской области, Курской, Вологодской и Тамбовских областей. Представители, конечно, нашей столицы Москвы. Уважаемые коллеги, в 2018 году мы создали сайт нашей международной методической конференции. У каждого из вас есть возможность сейчас через QR-код войти и познакомиться с общей концепцией нашей конференции. Нам было важно, что те вопросы, которые обсуждались, они имеют и международное значение. И мы, конечно, очень благодарны, что за этот 5-летний цикл с нами работали представители и международного сообщества. Конечно же, это и наши коллеги из Белоруссии, Армении, Узбекистана. И мы были всегда благодарны, когда к нам присоединялись представители университета имени Сэма Хьюстона в штате Техас. Сегодня мы очень рады, подводя итоги, что наши связи, они останутся крепкими. Именно
Наши федеральные партнеры, а вы видите, что мы обозначаем тех партнеров, которые ежегодно принимают участие не только в рамках пленарного заседания, а на всех наших треках, они действительно определяют те тренды развития системы образования, которые важны именно для понимания и выхода на новые этапы развития для нашего педагогического сообщества. Да, мы сегодня осознаем, что наша конференция, она выросла из проекта «Эффективная школа». Сегодня на уровне Российской Федерации проект поддержки школ с низкими результатами, он обретает новый смысл. Это проект, который уже действует 2 года, это проект 500+, и мы понимаем, что те методические выводы, которые мы сделали за последние 5 лет, они послужили основанием именно для приобретения новых смыслов именно по работе со школами, которые в настоящее время именно требуют нашей поддержки. Уважаемые коллеги, 2022 год– это проект 500+. Мы понимаем, что международное исследование по оценке качества образования для нас стало хорошим стимулом для выработки именно очень важных управленческих решений на уровне и республики, на уровне каждой образовательной организации. Мы сегодня понимаем, что функциональная грамотность– это уже та компетенция, которая вошла в федеральный государственный образовательный стандарт именно как норма, как оценка качества образования. Поэтому, конечно, проект 500+, он с новыми смыслами, которые нам дают и определенные точки развития, определяет то, что мы объединили наше сообщество. Я напомню, что с 2018 года мы работали со школами-лидерами, которые сопровождали, были кураторами образовательных организаций, которые входили в проект «Эффективная школа». И вот эта работа с точки зрения команды образования для нас стала действительно очень важным управленческим решением. Ну а проект 500+, он вышел, нам кажется, на очень правильные решения с точки зрения того, что у каждой школы, которая входит в данный проект 500+, есть уже индивидуальный куратор. Ну а наш институт является научно-методическим координатором всего данного проекта. И, конечно, очень важно, что в этом году традиционно мы работаем по 4 трекам. Вы знаете, мы обратили внимание, что за все 5 лет мы не стали менять наименование треков. Они все время остаются актуальными. Конечно, это трек, посвященный качеству образования в современной школе, а именно мы обсуждаем механизмы повышения качества образования. Нам очень важно, что в рамках этого трека мы работаем с федеральными экспертами, будут принимать участие наши педагоги, которые работают в школах-лидерах, в опорных школах, в школах, которые сегодня уже стали резилиентными. Для нас это очень важно. Второй трек– это механизм достижения качества личностных результатов. В этом году приобрел очень важный профессиональный смысл, который связан с внедрением программ воспитания. Конечно, образовательная инфраструктура эффективной школы для нас сегодня обретает, опять же, новое понимание с точки зрения именно сетевого взаимодействия, использования всех ресурсов, субсидиарных сущностей. Это возможности точек роста, это возможности школьных ванториумов. И поэтому вопрос, связанный с интеграцией общего дополнительного образования, для нас в рамках этого трека, они очень важны. Ну и, конечно, эффективный учитель, но возможности непрерывного образования. Действительно, сегодня, когда мы говорим о качестве образования, мы осознаем, что качество образования– это параметр качества жизни. А именно педагог сегодня, он требует именно новых ресурсов, он требует обновленных возможностей для непрерывного образования. И не только для самообразования, а должна быть сформирована, и в нашей республике это есть, именно пространство для постоянного погружения педагога именно не только в проблематику, но главное именно в решении тех очень важных задач, которые стоят перед педагогом каждый день. И наш трек, он действительно в течение 3 дней
всегда будет рассматривать именно эти новые ресурсы для педагога с точки зрения формального, информального и неформального образования. Итак, уважаемые коллеги, позвольте мне открыть нашу 5-ю международную конференцию «Эффективный учитель для эффективной школы». Мы в течение наших 3 дней, 11, 12, 13 мая, будем приглашать вас всех принимать участие в онлайн-трансляциях. Я, конечно, очень рада, что сегодня и очно в нашем новом инфраструктурном пространстве института присутствуют наши коллеги. И я благодарю всех, кто подключился на платформе ProofMe, кто нас смотрит на Рутубе. Общее количество подключений, вы сейчас сказали, что уже 104 представителя Российской Федерации Республики Коми. И я понимаю, что все 3 дня мы будем очень интенсивно работать вместе с вами. Поэтому я надеюсь, что наша программа, несмотря на действительно такой нон-стоп, она найдет ту адресную аудиторию, ту целевую аудиторию, которая важна и для нас, и для наших именно партнеров. Итак, уважаемые коллеги, мы открываем нашу 5-ю международную конференцию. Каждый день в течение 8 часов будем рады вас видеть на площадке нашего института, Института развития образования, и будем рады, что вы будете с нами работать онлайн. Итак, коллеги, я очень рада представить вам участников пленарного заседания. Уважаемые коллеги, сегодня вместе с нами в очной студии работает Воробьев Михаил Владимирович, начальник управления методологии и экспертно-организационного сопровождения проектной деятельности Федерального государственного автономного учреждения Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации. Нам очень важно, что наши международные партнеры, наши коллеги из Беларуси, Ольга Викторовна Лопатинская, ректор Витебского областного института развития образования, сегодня будет вместе с нами принимать участие в пленарном заседании. Коллеги, приветствуем наших коллег из Витебска. И к нам присоединится Светлана Антоновна Сергейко, ректор Гродненского областного института развития образования. Коллеги, мы вам очень благодарны, что вы вместе с нами. Илья Сергеевич Денисенко. Илья Сергеевич, заместитель директора Федерального института оценки качества образования. Илья Сергеевич, мы вас очень рады приветствовать. Мы рады, что вы уже 2-й год принимаете участие в нашей конференции. Это очень значимо для нашего профессионального сообщества. Благодарим вас за возможность, которую предоставляете нам услышать очень важные профессиональные задачи и пути их решения. Спасибо, Илья Сергеевич, что вы вместе с нами. Спасибо. Итак, уважаемые коллеги, а мы начинаем. И позвольте мне еще раз ваше внимание, всех наших коллег из Республики Коми, из Российской Федерации, обратить именно на те задачи, которые стоят перед нами. Да, действительно, сегодня мы все понимаем, что единое образовательное пространство – это точка отсчета именно тех управленческих решений, которые принимаются на уровне Российской Федерации, на уровне каждого субъекта Российской Федерации и, конечно, каждой образовательной организации. Именно то, что сегодня единство с точки зрения введения новых ВГОСов, обновленных ВГОСов, единство с точки зрения методического сопровождения, единство с точки зрения создания инфраструктуры сегодня формирует профессиональное пространство, для нас это очень хороший событийный ряд. Мы сегодня осознаем, что каждый институт развития образования в Российской Федерации, конечно, это центр сопровождения педагогов. И в нашей республике именно Коми Республиканский институт развития образования
имея очень важные профессиональные решения на протяжении уже последних 5 лет, он именно в прошлом году обрел официальное, официальное наименование с точки зрения именно создания в нашем институте Центра непрерывного повышения профессионального мастерства. Когда я говорю о наименовании, мы еще раз говорим, что именно приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми наш центр определен именно как научно-методический центр сопровождения педагогического сообщества и руководителей Республики Коми. Мы сегодня понимаем, что именно научно-методический центр, он вбирает в себя очень много элементов структуры сопровождения педагогов и управленцев. Для нас очень важным, конечно, решением на уровне Российской Федерации стало введение мотивирующего мониторинга. Любой мониторинг, с одной стороны, это оценка, но мы понимаем, что это не оценка с точки зрения определения рейтингования субъектов, а для нас мотивирующий мониторинг стал очень хорошим стимулом для принятия важных именно управленческих решений. Именно мотивация на уровне субъектов, мотивационная составляющая на уровне образовательной организации и мотивация на уровне каждого педагога, именно вот эти решения для нас определили именно то, что стратегии развития муниципальных систем развития образования, они за последние 2 года не только стали меняться, а они стали стимулом именно очень важных изменений на уровне именно каждого муниципалитета. Потому что система образования сегодня для каждого муниципалитета это как именно точка жизни, это как свежий воздух, это как живая вода. Потому что действительно мы понимаем, что сегодня в Республике Коми, которая имеет и много моногородов, которые находятся за полярным кругом, именно мотивация повышения качества образования, мотивация профессионализма, мотивация профессионального роста педагогов, это все то, что сегодня определяет самую главную цель, что мы работаем каждый день, и все, что мы делаем для наших детей. И вот именно мотивирующий мониторинг для регионов, для муниципалитетов именно стал связан с тем, что начали меняться стратегии развития каждого муниципального образования. И система образования в стратегиях развития муниципалитетов стали именно такой центробежной силой, от которой берется точка отсчета для принятия очень важных решений не по выживанию, а именно по развитию. Поэтому для нас мотивирующий мониторинг – это точка развития. В этой связи мы действительно понимаем, что от стратегии каждого муниципального образования, стратегии развития систем в Республике Коми, наш институт, он взял на себя роль тактика. И в этой связи, конечно, очень важно, что на уровне нашей республики выстроена система взаимодействия между Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми как стратегом развития системы образования. И далее на уровне тактического уровня именно Институт развития образования через управление образованием, через муниципальных организаторов создал сеть проектно-мотивационного управления развитием руководителей образовательных организаций, команд образовательных организаций, педагогов образовательных организаций, а значит, развитием каждого обучающегося и родителей, и общественности. В этой связи, конечно, очень важно, что региональная программа повышения качества образования, которая принята в Республике Коми 3 года назад, она является, конечно, очень важным для нас документом, который определяет именно те действия, тактические действия, предпринимаемые ежегодно и ежемесячно на уровне органов местного самоуправления и каждой образовательной организации. Да, это комплекс мер.
Но каждая мера — это ряд очень важных событий, но в центре которых проектно-мотивационное управление. Уважаемые коллеги, проект «Эффективная школа», который мы в 2018 году преобразовали именно с точки зрения республиканской модели поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, которые функционируют в неблагоприятных социальных условиях, дал нам возможность еще раз понять, что ведь самое главное — создать именно команду. А что объединяет команду? Команда объединяет — это единая цель. Именно исходя из цели мы можем прийти к необходимому для нас результату. И в этой связи именно региональная концепция поддержки школ с низкими образовательными результатами, она была связана с тем, что программы были созданы на уровне каждого муниципалитета, каждой образовательной организации, и в эти программы обязательно включались, уважаемые коллеги, все наши республиканские и муниципальные методические объединения. Это наш методический актив. Сегодня количество республиканских методобъединений 32. А муниципальных методобъединений, уважаемые коллеги, я говорю о каждом муниципальном объединении, в каждом достигает до 30-36. Причем многие из них являются метапредметными. Нам очень важно, что школьные программы повышения качества образования, они действительно основаны на рекомендациях нашего Федерального института оценки качества образования. Но нам было важно еще раз осознать, и вот благодаря именно этой конференции мы это и демонстрируем, что очень важно, что в школе, в республике, в муниципалитете есть команда. Команда, которая мотивирована и которая идет вперед. В этой связи, конечно же, все наши мероприятия, это и конференции, семинары, и повышение квалификации, они были связаны и с определенными новыми решениями, непростыми, например, о сетевом взаимодействии. Мы сегодня будем об этом говорить. Это проблема для нас еще осталась, сетевое взаимодействие организации дополнительного образования и общего образования. Это вопрос, связанный с консалтинговым, тьюторским сопровождением, потому что действительно мы сегодня понимаем, что резилиентные школы, да, они появились, и они требуют тоже поддержки, потому что любое развитие, оно связано с тем, что определенные точки отсчета, они отработаны, а что делать дальше? И вот этот взгляд в будущее, он важен для нас именно как для региональной команды. Ну а с точки зрения научно-методического сопровождения, я хочу внимание обратить, что уже год мы думаем о том, а что же такое ментальные установки учителя. Да, мы говорим о управленческих решениях, но какое решение должен принять сам педагог для того, чтобы именно стремиться войти в эту команду, чтобы действительно стремиться постоянно обновлять свои знания именно для улучшения образовательного процесса. И вот здесь мы понимаем, что постоянный приток новых ресурсов именно в формах информального, неформального, формального образования, он дает именно возможности для уверенности педагога не только в своих силах, но и в том, что есть постоянная поддержка от Института развития образования, от муниципалитета, от муниципальной команды. Поэтому мотивационное пространство учителя для нас сегодня, оно действительно стало стимулом для преобразований, повышения квалификации, которую мы сейчас выстраиваем с точки зрения обязательно взаимообучения, так называемого видимого обучения учителей. Горизонтальное обучение, когда педагог обязательно, практик включается в сопровождение педагога практика, для нас это очень интересное, важное решение, и мы будем исследовать, как реагируют на это педагоги, как сегодня мы перешли именно от методологических основ уже именно к тому, как переосмыслить методологию на уровне практики нашей педагоги. Сегодня для нас очень важно, что наставничество, да, это федеральная модель, оно определяет то, что индивидуальные маршруты каждого педагога, они сегодня связаны с тем, что у каждого педагога, у которого есть проблемы, есть дефициты, должен появиться наставник. И, конечно, мы очень ожидаем и каких-то федеральных, очень важных решений по наличию статуса у этих учителей, которые являются наставниками. Ну и, конечно, конкурсное движение. Для нас это всегда событийный ряд, который связан с тем, что
мы на протяжении последних месяцев начинаем отрабатывать форматы стажировки у победителей. Мы понимаем, что ментальные установки должны меняться не только у педагогов, лидеров, но и у педагогов, которые сегодня должны быть готовы включать в систему дополнительное профессиональное образование. Это новый для них смысл, это новые установки. Поэтому, коллеги, когда мы говорим о мотивации, мы понимаем, что сегодня педагог разные роли исполняет. Да, он учитель для своих учеников, он классный руководитель, но он наставник для своих педагогов. В какой-то степени он становится преподавателем и уже обучает взрослых, таких же педагогов. Поэтому вот это осознание различных ролей в рамках наших треков мы постоянно будем обсуждать. И поэтому, конечно, завершая наше выступление, я хочу внимание обратить именно на наше древо познания и древо жизни. Коллеги, это наше коми-дерево со всеми смыслами, со всеми нашими знаками. В нем очень глубокий бытийный смысл. И вот мы считаем, что наши профессиональные компетенции, конечно, это именно то, что сформировано именно как крона нашего великого древа коми-жизни. А наш методический актив, мы Институт развития образования, это та почва, которая подпитывает и которая дарит вот именно эту профессиональную жизнь. Поэтому, уважаемые коллеги, мотивационные механизмы, конечно, связаны с тем, что мы сегодня являемся именно единой командой Республики Коми. Для нас важна роль каждого муниципального образования, каждой образовательной организации. И мы понимаем, что именно сегодня муниципальный методический актив, республиканский методический актив, он дает возможности для новых проектно-мотивационных решений. Об этом мы будем говорить, и этому будет посвящена наша конференция. И, уважаемые коллеги, я надеюсь, что в резолюции конференции мы как раз постараемся осмыслить именно какие же мотивационные механизмы сегодня важны для сопровождения школ проекта 500+, резилиентных школ и школ лидеров. Уважаемые коллеги, мы внимание обращаем, что принимать конференции будут участие все наши школы. В 2021 году действительно мы видим наши результаты. Много школ, которые вышли из списка школ с низкими результатами. Мы видим, что несколько школ даже стали резилиентными. Мы понимаем, что за счет интеграции с федеральными проектами наш проект 500+ дал новый толчок для развития системы образования. Мы понимаем, что все системы условий, и сегодня я очень надеюсь, Илья Сергеевич будет об этом говорить, которые сопровождают школы 500+, они действительно связаны с тем, что рисковый профиль для каждой школы являются именно стимулом осознания, изменений стратегии развития. Но опять же, это не документ, это стратегия развития именно как общий подход команды образовательной организации, в которой включены и обучающиеся, и родители, что именно рисковый профиль – это именно основание для изменений. И поэтому я еще раз внимание обращаю, что все наши школы, все наши 26 кураторов в течение 3 дней будут работать вместе с нами именно как наша единая команда. Итак, уважаемые коллеги, нам очень важно, конечно, еще раз понять, что наша конференция – это только одно из событий, которые связаны с тем, что мы объединяем наши профессиональные ресурсы, что мы рассуждаем, обсуждаем. Мы понимаем, что вам всегда будет не хватать знаний, но что очень важно, да, слова великого Конфуция: учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку своих знаний, так, словно вы постоянно боитесь растерять свои знания. А в то же время Татьяна Шаламова, наш методолог, которая говорила о том, что любое управление всегда требует объединения контроля сверху и снизу. А закончить мы хотим словами нашего великого русского писателя. Когда люди счастливы, они не замечают, зима сейчас или лето. Поэтому мы всегда говорим с нашими учителями, с нашими педагогами, управленцами. Если вы будете счастливы, если будете чувствовать себя счастливыми каждый день, тогда
вашу улыбку, вашу радость в глазах будут видеть наши дети, наши родители. Поэтому, коллеги, я хочу закончить словами. Мы идем к знаниям. Нам их постоянно не хватает. Но самое главное ощущение — это внутренней гармонии и счастья. Поэтому, коллеги, несмотря на то, что сейчас прекрасная весна, и нам хочется сейчас действительно ощущать именно это великолепное солнце, а у нас сегодня очень тепло, я хочу внимание обратить именно на наши ощущения, которые в течение 3 дней будут именно нас связывать. Это именно ощущение и желание быть вместе и быть счастливыми. Спасибо, уважаемые коллеги. Мы завершили наше введение. И позвольте, Илья Сергеевич, вы с нами. Я очень рада, что вы нас постоянно, вы слушали. Я очень видела вашу реакцию. Спасибо вам большое. Илья Сергеевич, вам слово. Мы подключаем. Здравствуйте, коллеги. Федеральный институт оценки качества образования. Илья Сергеевич, еще раз благодарим. В нашей республике всегда важно, что вы вместе работаете с нашими педагогами, управленцами. Именно ваш профессионализм, ваш взгляд на природу школ с низкими результатами, ваши управленческие установки для нас являются стимулом для очень важных решений. Вам слово. Коллеги, здравствуйте. Я приветствую всех участников международной конференции. Галина Владимировна, очень приятно было слушать, на самом деле, презентацию. Всегда приятно. Почему? Когда тебя понимают, когда вы в сотрудничестве, в сотворчестве движетесь в одном направлении. Вот во всю вводную презентацию прослушав, я понял, что именно так и есть. Мы действительно понимаем вещи одинаковым образом, и задачи мы понимаем одинаково, а это, наверное, основа потенциально нашего будущего успеха. Ну что, давайте в таком ключе и продолжим. Коллеги, я часто начинаю вот с такого слайда. Почему? Потому что это результаты оценочных процедур. На самом деле, неважно каких. Вот в данном случае это PISA, оценка по модели PISA. Приблизительно всегда мы видим вот такие результаты. Такие это какие? Что имеется в виду? Во-первых, они предлагают нам такие разноуровневые результаты, показывая, что у нас есть в системе, будь то федеральная система или региональная, даже муниципальная, если достаточно большой муниципалитет, тоже можно подобную увидеть такую ситуацию, когда есть школы с высокими результатами, школы с результатами, которые не достигают еще установленных нами границ. Вот это очень важно понимать, что по названию проекта 500+, а называется он именно исходя вот из этой логики, что по шкале PISA есть у нас некая психологическая граница 500 баллов, преодолевая которую, если каждая школа в России будет преодолевать эту границу, тогда мы уверенно можем сказать, что наша система общего образования дает качество на уровне топ мировых лидеров. А пока на сегодняшний день мы понимаем, что мы вполне себе можем поставить это как задачу, как цель, к которой мы идем. И возвращаясь к тому, с чего я начал, почему мы начинаем с результатов оценочных процедур, потому что это всегда начало некоторого пути. Это всегда начало проектирования или продолжение проектирования нашей работы и стратегии, когда мы корректируем те или иные планы, когда мы вносим некоторые изменения, уже проанализировав те результаты, которых мы достигаем. И поняв, а насколько вообще те меры, которые мы принимаем, они эффективны. Так что же на самом деле стоит между школами, которые уже, как вы видите, ближе, далеко за чертой 500+, есть у них высокие результаты, и теми образовательными организациями, которые не добираются еще до этой планки. Опять же, подчеркну, установленный нами. Это важно, потому что на сегодняшний день для нас это является оптимальной целью, вот эти условные 500 баллов. С другой стороны, мы понимаем, что в будущем эти цели могут быть конкретизированы, уточнены, обрести какое-то новое
конкретное качественное выражение. И тогда мы поставим для себя новые цели, новые пороги, и продолжим к ним стремиться. Это важно, я хочу, чтобы здесь мы сразу начали формировать у себя представление такого управленческого цикла, идея которого состоит в том, что у нас нет конечной точки управления. Мы не должны довести ситуацию из точки А в точку Б и на этом остановиться. Конечно, нет. Смысл в постоянном совершенствовании, но повысить уровень, повысить какие-то разноплановые результаты мы сможем только тогда, когда достигнем очередного уровня. Так что же стоит между образовательными организациями, теми, которые уже на сегодняшний день имеют высокие результаты, и теми, которые имеют результаты невысокие? В рамках проекта 500+, анализируются как раз так называемые факторы риска. Это признанные и установленные таким исследовательским путем факторы, которые говорят, свидетельствуют, указывают на то, что, скорее всего, потенциально в школе могут быть проблемы. И работа именно со школами, у которых результаты не высокие, скажем так, мы понимаем, что, скорее всего, наиболее распространенные факторы риска там будут доминировать, там они будут наиболее ярко проявляться. Действительно, это так, но подчеркну, вот, что среди выбранных нами больших, таких крупных 10 позиций, вот такие факторы, они есть на самом деле в любой образовательной организации. И мы понимаем, что при изменении контекста, при, например, поступлении новых обучающихся, при изменении состава контингента, при изменении контингента педагогов, ситуация в школе может поменяться. Это опять нам подчеркивает важность непрерывного управления на основе данных. Чтобы мы понимали, да, мы умеем ситуацией руководить, мы знаем, как получать информацию, проводить контрольно-оценочные процедуры, проводить мониторинги, анкетирование, собирать данные. Касательно школы, если мы переводим это на язык управления, это, конечно же, система внутренней оценки качества, это ВСОКа. И мы стремимся к тому, сейчас, конечно же, на всех управленческих уровнях, чтобы создавать условия такие, в которых система ВСОКа, она, в принципе, формируется, и она становится обычным, нормальным школьным базовым инструментом управления. Мы абсолютно наглядно видим, в том числе в рамках 500+, что это практически невозможно сделать, если муниципальные региональные уровни не подключены к этому процессу. Поэтому, безусловно, когда мы говорим о каком-либо выстраивании условий, речь идет, конечно, о этом триединстве, о котором как раз в выступлении мы уже сегодня поговорили. Очень важно создавать возможности для взаимодействия на 3 уровнях, как минимум на 3 уровнях такого плотного, тесного взаимодействия между школой, муниципалитетом и регионом, и, в общем-то, позиционировать ситуацию так, чтобы складывалась система управления на основе данных. Если регион внедряет систему управления на основе данных, то логично, что и последующие управленческие уровни последуют за ним, с одной стороны. А с другой стороны, именно от школы эта информация поступает. Поэтому система, она не появляется в одной какой-то точке, но то, в общем-то, она и система. Возвращаясь к рискам, просто хочу прокомментировать немного уже некоторые находки от проекта. Он идет 2-й год. Мы видим, что у нас несколько снижаются риски оснащения школы, и это хорошо. Видим, что проект действительно носит в широком смысле интеграционный характер для всего нацпроекта образования, что школы, которые действительно в помощи нуждаются, они ее получают так или иначе, но вот точки роста в большинстве случаев открываются именно на базе школ в проекте. Важнейший для нас еще один момент, такое наблюдение, что параметр и фактор риска, пониженный уровень качества школьной, образовательной и воспитательной среды, то есть по-другому школьный климат,
э, начинает эта проблема чаще фиксироваться в школах. И это как раз-таки хорошо, потому что мы понимаем, что школа, признавая какую-то проблему и дефицит, скорее всего, сможет ее решить. Это также основной, один из главных наших постулатов. Э, Только осознаваемая проблема может быть решена. Естественно, если проблема не признается, если педагогический и управленческий коллектив не готов по-новому посмотреть на ситуацию, тогда ее будет крайне трудно решить. Немножко хочу погрузить вас, коллеги, в такие первые результаты внутренней работы в проекте. Мы спрашиваем директоров и кураторов, которые работают со школами в проекте, о том, насколько они вовлечены в проект, насколько они готовы, в принципе, к каким-либо изменениям, насколько успешно у них получается, по их собственной оценке, работа. И видим такую достаточно, на наш взгляд, важную информацию здесь. В целом картина, конечно, позитивная, она положительная. Мы видим, что 85% школ вовлечены. Это показывают и другие вопросы, и другая деятельность в проекте. Например, такие школы более вовлеченные, они чаще участвуют в каких-то открытых семинарах, которые мы еженедельно проводим. Они также с большей вероятностью участвовали вот в нашем марафоне. Мы первый раз в этом году провели такой марафон методический. И школы, которые изначально, ну как изначально, это уже опрос проходил в апреле, то есть школы пару месяцев поварились в этой ситуации, когда они попадают в проект и для себя выстраивают некоторую стратегию работы в нем. Но в то же время вот есть некие 15%, которые мы фиксировали и в прошлом году с другой выборкой школ, которые так или иначе говорят о том, что они не очень высокую вовлеченность имеют, и скорее до сих пор на уровне вот четверти проекта, четверть года, вот так это квартал у нас прошел, говорят о невысокой вовлеченности. О чем это говорит? Прежде всего о том, что именно этим школам нужна дополнительная поддержка. Вот, наверное, можно сказать, что в вопросах мотивации, конечно, но абсолютно точно мы понимаем, что одной мотивации здесь не обходится, здесь есть некие еще предпосылки. Глубже разбираясь с этим вопросом, мы видим, что часто именно такие школы, которые вовлечены не очень высоко, говорят также о том, что есть дефициты именно управленческой деятельности, дефициты работы со ВСОКа, например. Ну, здесь, так или иначе, я это уже прокомментировал, хотел бы вот еще на чем немножко остановиться. Говоря уже с кураторами, мы у них уточняли, чем они могут помочь курируемой школе. Очень хорошо, что большинство абсолютно из них, конечно, могут помочь разрабатывать планы, то есть стратегии по выходу из риска. И это от куратора и ожидается. Это та самая деятельность, которая, в общем-то, для чего он туда в школу и приходит. Но, подчеркивая важность подключения и муниципалитета, и региона к работе по вот такой антирисковой профилактике и противодействия рискам снижения образовательных результатов, обратите внимание на нижнюю часть вот этой диаграммы. Мы видим, что, например, коммуникация с муниципальным или региональным координатором, она в школе, в проекте, она затруднена. И куратор тоже не уверен, что он может здесь самостоятельно как-то помочь. То есть здесь логично, чтобы инициатива появлялась на стороне муниципалитета и региона. Еще другим достаточно неожиданным, как мне кажется, для нас открытием стало здесь и выстраивание взаимодействия с родителями. Это базовое такое направление, которое, в принципе, необходимо для такой эффективной работы на любом уровне. Здесь опять же нужна помощь муниципалитета. У нас уже есть в проекте
истории и практики о том, как такая работа при помощи муниципалитета выстраивалась в положительном ключе. И, в общем-то, не буду, наверное, надолго нас сегодня задерживать, коллеги. Хочу лишь подвести вас к важной мысли, которая уже прозвучала у Галины Владимировны по поводу мотивированных участников образовательных отношений, мотивированных специалистов. Но опять же хочу обратить внимание, что да, мотивация действительно работает. Посмотрите, те самые директора, которые говорят о высокой вовлеченности, они извлекают пользу из всего в буквальном смысле. Они берут рисковые профили, они понимают, как его использовать, выстраивают для себя систему работы и ценят, в общем-то, любые ресурсы, которые могут быть полезными для развития. Те школы, которые не вовлечены, этого, соответственно, не делают или делают значительно реже. Почему? Вопрос здесь все-таки кроется, наверное, ответ на него в выстраивании тех условий, при которых и администрация, как некие первые лидеры, все-таки берут на себя вот такую ответственность, мотивируют собственный педагогический коллектив. Но в какой момент? Только когда они сами понимают ценность этого процесса. Только тогда, когда они уверены в том, что они получат поддержку, а не выговор. Когда они в сотрудничестве находятся. Вот в какой момент. Поэтому, коллеги, я желаю всем плодотворной, успешной работы в рамках конференции. И я надеюсь, что на эти вопросы, в том числе, которые мы сейчас вначале не ставим, мы будем находить ответы в рамках нашей работы. Спасибо. Всем успехов. Спасибо. Да, благодарю вас, Илья Сергеевич. Очень важное профессиональное выступление. Действительно, вы нам не только предложили те федеральные установки, которые мы будем рассматривать в рамках и нашей конференции, заставили задуматься. Действительно, вопрос сотрудничества между и руководителями организаций, руководителями муниципальных органов управления образования не столько с точки зрения, да, контроля, а с точки зрения именно предоставления условий для школьной команды тоже очень важно. И, конечно, вовлеченность именно всей системы в решение вопросов, которые связаны с развитием организации, вопросы, которые прежде всего отработаны через рисковые профили школы, согласна с вами, что это не только задача на уровне организации, задача на уровне муниципалитета, на уровне республики. Поэтому очень важно выступление. И мы как раз именно вот данную логику будем рассматривать на первой нашей сессии, стратегической форсайт-сессии «Рисковый профиль школы». Поэтому спасибо вам за важные установки. Благодарим вас. Всего доброго. Очень рада, что вы были с нами. Спасибо. Спасибо, коллеги. До Спасибо. свидания. Спасибо. Уважаемые коллеги, я передаю слово Михаилу Владимировичу Воробьеву. Михаил Владимирович вместе с нами в нашей очной студии. И мы, Михаил Владимирович, готовы. Добрый день, уважаемые коллеги. Я, наверное, начну со слов благодарности и Республике Коми, и обязательно Коми Республиканскому институту развития образования за то, что есть возможность приехать и вживую познакомиться с той средой Центра непрерывного повышения профессионального мастерства, которая создана в рамках нацпроекта в 2021 году, и в целом системы образования. И как раз в этом ключе мы в процессе подготовки к моему выступлению с коллегами обсуждали, что, собственно, мне необходимо обозначить, какие основные акценты донести. Я постарался подготовить выступление в ключе не каких-то конкретных установок, да, не каких-то конкретных задач, которые нужно взять сегодня и выполнить буквально там в конкретные сроки. Прежде всего, это некие приоритеты и ресурсы, которыми может воспользоваться на сегодняшний момент каждая общеобразовательная организация, и на самом деле не только сельской местности, если участвует в проекте «Точка роста», на самом деле те ресурсы, которые дает нас проект для общеобразовательных организаций, наверное, и позволяют решать те
рисковые моменты, на которых Илья Сергеевич остановился в своем выступлении. Именно образовательная среда и воспитательная, именно низкая оснащенность с точки зрения материально-технической базы. Вот эти вот вещи и происходят в рамках национального проекта. Прежде чем начать выступление, я вот здесь, чтобы не было сумбура, наверное, все-таки система образования, с одной стороны, очень инерционная, с другой стороны, все время подвержена определенным изменениям. И коллеги, наверное, могут запутаться, а кто является федеральным оператором мероприятий по созданию центров «Точка роста», например, и школьных кванториумов. И в прошлом году это была Академия Минпросвещения России, с начала этого года это был Фонд новых форм развития образования, но вот сейчас вы видите логотип Центра просветительских инициатив на слайдах. На самом деле это тот же самый Фонд новых форм развития образования, просто в апреле произошло изменение названия, но те задачи и те проекты, которые мы реализуем, они остались неизменными, и команда, слава богу, остается также неизменной, поэтому мы всегда готовы и открыты к сотрудничеству. В рамках выступления вот я остановлюсь на вот этих трех акцентах для того, чтобы мы с вами еще раз подвели черту под тем, что знаем, и еще раз обратились к тем возможностям, которые есть в руках практически у каждого. И начинаю я всегда с методических рекомендаций. Может быть, для кого-то это уже надоевшее, скажем так, словосочетание, но тем не менее это тот документ, от которого мы с вами отталкиваемся в нашей деятельности, для того, чтобы понимать, что Центр «Точка роста» — это ни в коем случае не какая-то новая организация, что Центр «Точка роста» — это ни в коем случае не отдельная образовательная программа, которую реализует школа. Это ресурс для развития общеобразовательной организации. Это новое оборудование, это новая среда и, прежде всего, это новые условия для того, чтобы у педагога была возможность пересмотреть свою деятельность. Не одномоментно, не в текущий момент взять и получить какой-то новый результат. Мы с вами за счет вот тех задач и тех положений, которые в методических рекомендациях обозначены, постепенно можем перестраивать деятельность школы. И поэтому здесь вот обозначены методические рекомендации для центров, созданных в 2019-2020 году, и в 2021 и 2022. Это немножко разные подходы, но в целом ориентирование на то, что среда школы в сельской местности в малом городе, она становится на самом деле не хуже той среды, которая есть и в городских общеобразовательных организациях. Именно в этом цель данного проекта. Образовательная деятельность, которая в центрах «Точка роста» ведется, она ведется и по общеобразовательным программам, и по дополнительным общеобразовательным программам. Сейчас мы, безусловно, говорим о реализации таких предметов сложных, как физика, химия, биология. И на самом деле говорить сегодня о каком-то конечном результате сложно. Я думаю, что и Галина Владимировна мне не даст соврать, что коллеги сталкиваются со сложностями в работе с тем оборудованием, которое получили. Но на самом деле, не пройдя путь одного учебного года, наверное, сложно себе, ну, вот для себя определить, как я могу перестроить деятельность свою как учителя, свою как администратора общеобразовательной организации для того, чтобы внедрить какие-то новые программы или проводить какие-то образовательные мероприятия для детей с использованием нового оборудования. Элементарно оборудование у нас приходит к началу учебного года, а образовательные программы мы с вами планируем уже с весенних педсоветов. Это очень сложно вот так вот наперед сказать, вот все мы здесь меняем, вот такие наименования программ, вот такие вот у нас такое количество часов и так далее. Поэтому сегодня, наверное, вот тот момент, когда мы с вами на примере точек роста 2021 года можем уже начинать обсуждать результаты полученные и планировать эту работу на очередной учебный год. И сегодня, наверное, те школы, которые вошли в этот проект, могут поделиться и сложностями, и какими-то новыми для себя открытиями, которые будут полезны для школ, которые в 2022 году станут
площадками для центров «Точка роста». И нельзя не забывать о тех школах, которые уже с 19-20 года работают. Это те школы, которые как раз больше ориентированы на оборудование для технической направленности, для цифровых каких-то задач и программ. И на самом деле вот здесь вот такая, может быть, очень плотная спайка между школами, которые ранее вошли в проекты, школами 21, 22 и так далее, лет для того, чтобы обрести для себя ну, точки взаимодействия по робототехнике, по программам по информатике и так далее. Для того, чтобы еще раз обозначить ресурс методический, я считаю важным напомнить, что у нас в прошлом году Академией Минпросвещения были разработаны методические пособия для педагогов и руководителей образовательных организаций по тем предметам, по тем направлениям, которые соответствуют деятельности центров «Точка роста». Здесь я привожу и пособия для школьных кванториумов. Почему? Потому что школьные кванториумы — это точно так же и физика, и химия, и биология, и это более такой широкий пласт дополнительных направлений, в том числе дополнительного образования, с которым, кстати, точки роста ну, имеют определенные проблемы в связи с тем, что ну, педагог ниоткуда не придет неожиданно. Мы все понимаем, что необходимо обучаться работе с оборудованием тем учителям, которые, может быть, раньше не имели представления, не имели опыта работы с данным оборудованием. Методические пособия в помощь, и на самом деле школьный кванториум, я об этом дальше немножко скажу, тоже такой определенный ресурс для развития. Кстати говоря, в Сыктывкаре школьный кванториум 2021 года — это тоже очень интересная площадка, которая и буквально с 2021 года начала активно реализовывать проект. Я думаю, что есть возможность делиться опытом, и надеюсь, что на республиканских мероприятиях эта возможность будет. Вот, поэтому здесь очень важный ресурс. Уважаемые коллеги, здесь для примера я привожу м, название тех учебных предметов и курсов неурочной деятельности, которые реализуются в точках роста, в школьных кванториумах на территории Российской Федерации. Для чего? Посмотрите, какой огромный разброс различных программ, которые можно взять и посмотреть в открытом доступе. Это именно основные общеобразовательные программы, это дополнительные общеобразовательные программы. Из названий даже можно понять, что опыт работы других школ можно взять для того, чтобы устранить те дефициты, с которыми сталкиваются эти школы, которые показывают, например, низкие образовательные результаты, в которых есть центры «Точка роста». И вот это тоже определенный методический ресурс для того, чтобы, может быть, связаться с коллегами из других общеобразовательных организаций, а может быть и достаточно просто познакомиться с содержанием программ и каким-то образом посмотреть, как это можно использовать в своей деятельности. Также методический ресурс для того, чтобы понять, как работать с оборудованием. У нас это всероссийские методические семинары. У нас буквально в апреле проходил всероссийский семинар для центров «Точка роста» в Курской области, и коллеги из Курской области и из других регионов представили свой опыт. Поэтому все записи сохранены, и здесь вы видите ссылку на материалы, с которыми вы можете познакомиться. У нас подготовлен каталог материалов, каталог и презентаций, и видеозаписей для того, чтобы вот вы могли найти для себя именно то, что вас интересует, и не смотрели полную запись 2 дней. Ну и также всероссийский методический семинар, который проходил у нас для школьных кванториумов, и окружные форумы, на которых, может быть, кто-то из вас принимал участие в 2021 году. И очень надеюсь, что в этом году мы также в очном режиме будем иметь возможность с вами встретиться осенью. Где задать вопросы для того, чтобы найти ответы на те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь? У нас есть информационно-методический канал для центров «Точка роста». Если вы к нему не подключились, то рекомендуем это сделать. И здесь материалы, на самом деле, которые могут быть полезны не только для точек роста, для всех, и какие-то общие позиции, связанные с разработкой и реализацией образовательных программ.
и практики применения современного оборудования. Здесь мы стараемся не замыкаться на именно идеологии точки роста, а именно говорить о тех ресурсах, которые в целом получает общеобразовательная организация. Я повторюсь, Центр «Точка роста» — это не отдельная организация, не отдельное подразделение, которое само по себе у нас живет. Это именно ресурс, который встраивается в деятельность школы. И говоря о практиках, я вот сегодня приводил примеры тех образовательных программ, которые реализуются в точках роста, посчитал важным обратить внимание на информационную открытость. У нас есть методические указания по тому, как формировать специальные разделы на сайтах общеобразовательных организаций. А, Что это дает? Для школы это дает прежде всего открытость для родителей. Вот сегодня мы, проходя по Центру непрерывного повышения профмастерства, с Галиной Владимировной говорили о том, что вот есть открытые двери, то есть стеклянные, есть открытые пространства. Это, ну, вот открытость такая процесса, да. И на самом деле информационная открытость деятельности школы, она максимально важна для того, чтобы быть доступными для каждого. Мы очень много делаем, но мы очень мало рассказываем о том, каких результатов мы достигаем. И когда мы говорим о точке роста, для меня вот очень важно, когда я приезжаю в каждую школу, ам, слышать не о тех переживаниях, что вы не достигаете какого-то результата. На самом деле результат даже одного ребенка — это огромный результат для развития всей школы. Результат, который может быть реализован в том, что у школы повышается количество выбирающих для сдачи на ОГЭ физики, химии, биологии — это тоже огромный результат, это огромный прорыв для школы. Мы не говорим о том, что вы должны показывать результаты на олимпиадах, мы не говорим о том, что вы должны брать какие-то международные награды. Мы прежде всего говорим о том, что, ну, вот это новый ресурс, который маленькими шажочками приближает вас к новому качеству образования, то, с чего Галина Владимировна сегодня начала. Поэтому и вот информационная открытость, разделы на сайтах — это ресурс для вашей открытости, для того, чтобы вы могли поделиться тем опытом, который у вас накоплен, и теми результатами, которые, может быть, предстоят в ближайшем будущем. Теперь более таком широком подходе к реализации национального проекта, к поддержке. Вот сегодня у нас замечательная конференция, которая посвящена вопросам работы школ с низкими образовательными результатами. На самом деле ам, мы для себя можем понимать те дефициты, над которыми хочется поработать. И вот экосистемный подход, о котором очень много в последнее время говорит Сергей Сергеевич Кравцов и ставит приоритет на этот год, именно формирование экосистемы инфраструктуры национального проекта образования. У нас появляются новые ресурсы в системе, и зачастую та проблема, с которой сталкивается педагог в работе, она уже может быть решена его коллегой из другой образовательной организации. И вот экосистемный подход ориентирован на то, чтобы устраивались устойчивые связи между различными образовательными организациями, для того, чтобы коллеги не стеснялись задавать друг другу вопросы, для того, чтобы не стеснялись задавать вопросы и нам, в том числе, и обязательно Центр непрерывного повышения профессионального мастерства, Институт развития образования, они вот являются таким, ну, центральным, что ли, инструментом, ресурсом для развития всей этой работы. Поэтому я вижу, что и в республике эта работа ведется. Я на самом деле очень много знаком с региональными системами образования и в процессе этого года, и в целом а, накоплен огромный опыт. И экосистемный подход — это ни в коем случае не что-то новое, так же, как и точки роста. Региональная система образования, она сформирована на протяжении долгих-долгих лет. И вот нацпроект образования дает огромное количество ресурсов, которыми, ну, так или иначе необходимо управлять. И управлять нужно не с позиции силы, не с позиции назиданий, с позиции информационной, методической, организационной поддержки. Здесь очень важно встречаться, обсуждать
И такие площадки, как сегодняшняя, я думаю, это очень хороший ресурс для обсуждения актуальных проблем. И, безусловно, когда мы говорим о новых ресурсах, о новом оборудовании, на самом деле, по моему опыту работы в образовании, в школе, я могу сказать, что никакое оборудование не даст того ресурса, которое даст конкретный педагог. Конкретный педагог, мы все знаем с вами, и, может быть, это неправильно говорить в контексте национального проекта образования, но конкретный педагог и смелому доски прекрасно даст а, тот материал и познакомит детей с теми знаниями, которые им необходимы. Поэтому кадры — основа изменений, поэтому и важно говорить о тех ресурсах методических, которые для педагогов являются актуальными. Ну и взаимодействие. Я сегодня уже сказал, что школьный кванториум в Сыктывкаре может быть ресурсом для центров «Точка роста». Вот вы видите абсолютно аналогичные, связанные направления деятельности. И здесь и ЦНППМ, и Коми Республиканский институт развития образования являются для этого очень хорошим связывающим ресурсом для того, чтобы подсказать, куда обратиться, куда пойти, для того, чтобы свою практику максимально усилить. И ресурсы, которые есть у образовательных организаций, это в том числе и IT-клуб, и детский технопарк «Кванториум», который работает на базе регионального центра дополнительного образования. Очень интересные практики, очень интересные программы, которые можно взять на вооружение. И в завершении своего выступления, на самом деле, хотел бы продолжить слова нашего классика, которые были сегодня приведены. Да, неважно, конечно, зима или лето для счастливого человека, но все-таки сегодня весна, и весна — это, с одной стороны, время возрождения природы, это время, когда начинает взращиваться что-то новое, и мы с вами по прошествии долгой и местами холодной зимы имели возможность столкнуться с проблемами и все-таки дождаться весны для того, чтобы над этими проблемами задуматься в процессе лета и прийти к новому решению в новом учебном году. Я желаю успехов каждой общеобразовательной организации и желаю успехов прежде всего в педагогическом труде. Неважно, какое оборудование вы применяете, важно, что вы приходите в школу, важно, что вы достигаете новых результатов совместно с детьми, и важно, что вы работаете над достижением того качества общего образования, о котором мы сегодня говорим. Спасибо большое. Спасибо, Михаил Владимирович. Уважаемые коллеги, конечно, очень важный концептуальный доклад. И мы чувствуем именно тот оптимизм, который вы вселяете в нас, и в институт, и в наших педагогов. Поэтому, конечно, благодарны вот именно за такое видение развития системы образования. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы продолжаем. У нас очень важных еще 2 выступления. Коллеги из Беларуси. Уважаемые коллеги, Ольга Викторовна, Витебский областной институт развития образования. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день. Вас приветствует Республика Коми. Ольга Викторовна, мы очень рады, что вы вместе. Мы вас приветствуем от имени витебских коллег, Витебской земли. Благодарим за приглашение и уникальную возможность поделиться нашим опытом. Проблемное поле образования в совокупности вопросов организации обучения и воспитания, интеграции науки и производства, развития инклюзивного подхода, который позволит обеспечить реализацию права граждан на получение качественного образования и социальную интеграцию, представляют актуальный образовательный контекст социального развития Республики Беларусь. Образование в нашей стране определяется как один из главных приоритетов государственной политики. Оно нацелено на формирование свободной, творческой, интеллектуальной и физически развитой личности. Социальная идея образования через всю жизнь, обеспечивающая в числе прочих устойчивое развитие государства и общества, становится базой другого продуктивного аспекта социального развития, а именно непрерывного профессионального образования, которое в современных условиях представляет собой 3 единства – формального, неформального и информального модуса.
Залогом жизнеспособности этого триединства можно считать усвоение компетенций, способствующих самообучению и необходимости обучения и самосовершенствования на протяжении всей жизни. Институтом развития образования является ступенью обеспечения непрерывного профессионального образования педагогических кадров и специалистов системы образования. На всех стадиях непрерывного педагогического образования в Республике Беларусь активно внедряется компетентностный подход, который ориентирует все уровни образования на формирование компетенций как основного образовательного результата. Учитывая историю становления и развития институтов развития образования в нашей стране, мы можем говорить о них как об апробированной, устойчивой и зрелой системе, которая оказывает активное содействие педагогу, специалисту образования в освоении актуальных профессиональных компетенций. Витебский областной институт развития образования в национальном пространстве занимает позиции активного субъекта. Учреждение, которое обладает достаточными ресурсами для качественного предоставления услуг в сфере дополнительного профессионального образования взрослых. Концепция развития института учитывает тренды и внутреннего, и внешнего контекста, ключевые позиции, влияющие на развитие общества в целом, тренды формального и неформального образования взрослых, а также мировые тенденции развития образовательных систем и основополагающие принципы развития образовательной системы Республики Беларусь, в том числе на региональном уровне. Институциональной основой работы Витебского областного института развития образования является образовательная деятельность, эффективность и результативность которой напрямую зависит от научно-методической ее составляющей по совершенствованию теоретической, методологической, инновационной культуры субъектов образования за счет регулярного дополнения и обновления программ повышения квалификации с учетом актуальных направлений развития современного образования. Институт проводит планомерную работу по обеспечению практикоориентированности дополнительного профессионального образования. В соответствии с реализацией этого принципа и активизацией практической направленности обучения были созданы и определены 118 опорных учреждений образования Витебской области по повышению квалификации на базе 16 районов городов нашей области. Обеспечение практикоориентированности повышения квалификации педагогических работников и специалистов образования, в том числе связано и с привлечением к реализации образовательных программ института широкого спектра специалистов, которые представляют лучшие прикладные наработки в тех или иных профессиональных сегментах сфер образования, здравоохранения, сфер социальной работы, обеспечения общественной безопасности. Реализация программ образовательных мероприятий института – это и повышение квалификации, и методические мероприятия межкурсового периода, обеспечивается составом преподавателей, который представляет разные типы учреждений, учебных учреждений региона. Принцип интеграции науки и образования сквозь призму трансляции соответствующих знаний в их компонентов представителями этих сфер, привлеченными к работе со слушателями образовательных мероприятий института, воплощается в качественном составе тех компетенций, которыми овладевают слушатели при освоении образовательных программ. Результатом проведения Институтом исследований качества оказания образовательных услуг стало получение информации об образовательных потребностях и запросах потребителей, на основе которых вырабатываются, постоянно корректируются и состав образовательных мероприятий, и содержательное наполнение программ для восполнения обнаруженных лакун. Так, например, наряду с программами, посвященными вопросам реализации образовательного стандарта дошкольного образования, по запросам слушателей были разработаны программы более узкого тематического диапазона. В частности, организация взаимодействия учреждений дошкольного образования семьи, психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка дошкольного возраста с особенностями психофизического развития, современные подходы к организации и содержанию работы в группах раннего возраста, современные подходы и требования к организации игровой деятельности в учреждениях дошкольного образования и другие.
В рамках реализации проекта «Модернизация системы образования Республики Беларусь» институтом было проведено повышение квалификации 100 руководителей учреждений общего среднего образования республики по учебным программам, новые подходы к оценке качества образования и совершенствование образовательной среды учреждений общего среднего образования. Одним из приоритетных направлений деятельности института в межкурсовой период является работа с молодыми педагогами. Так, с 2020 года для молодых наших коллег учреждений дошкольного общего среднего образования проводится областной конкурс медиауроков «Молодые педагоги New Generation», целью которого является содействие повышению престижности профессии педагога и активному использованию мультимедийных технологий в современном образовательном процессе. Лучшие разработки уроков размещены на сайте института. Также в прошлом году на базе средней школы номер 4 города Витебска прошло образовательное мероприятие для молодых педагогов Витебской области «Метап выше», в котором приняли участие представители молодого поколения педагогических работников 18 районов области и города Витебска. Условия современной действительности со значительно возросшей ролью интернет-коммуникации определяют одним из трендов дополнительного педагогического образования активное формирование компетенций уверенного ИКТ-пользователя и создателя простейших образовательных продуктов онлайн. Практика обучения определила одним из магистральных содержательных направлений формирования и развития ИКТ-компетенций слушателей модус геймификации. Игры, как одна из образовательных стратегий, обеспечивают получение практического опыта в доступной цифровой среде. Они могут увлечь учащегося сильнее, так как часто очень интересные и менее стрессовые, чем симуляции. Разработчики образовательных технологий интегрируют приложения для создания игр непосредственно в ЛМС, чтобы упростить процесс проектирования. На практических учебных занятиях слушатели знакомятся не только с популярными онлайн-сервисами, но и с программным обеспечением для разработки игрового образовательного контента. Глобальное информационное пространство, компьютерные технологии, проникающие во все сферы человеческой деятельности, неизбежно привели к цифровизации образования. Итак, с 2020 года в Витебском областном институте развития образования реализуется инновационный проект внедрения комплекса цифровых ресурсов непрерывного профессионального развития воспитателей дошкольного образования в условиях взаимодействия учреждений образования, целью которого является повышение качества дополнительного образования и самообразования воспитателей на основе комплексного внедрения современных цифровых ресурсов в образовательный процесс учреждения образования региона, республики и методическую работу. Поэтому для успешной реализации проекта была разработана модель взаимодействия субъектов образования по использованию комплекса цифровых ресурсов. Данный внедряемый комплекс предназначен для организации непрерывного профессионального развития воспитателей дошкольного образования в ситуациях повышения квалификации, самообразования, методических объединений и конкурсного движения. Обеспечение реализации принципа обучения на протяжении всей жизни, повышение доступности образовательных программ, повышение квалификации обусловило появление в институте образовательных программ повышения квалификации в дистанционной форме обучения. Так, образовательный процесс организуется на платформе Moodle, и за период с 2014 года в институте разработано более 40 учебных программ дистанционного повышения квалификации. Также институт выступает и как региональный провайдер мировых образовательных трендов, одним из которых по праву считается STEM-образование. Оно развивается как современная и востребованная педагогическая технология, которая отвечает требованиям завтрашнего дня. Продвижение STEM-образования как в целом стране, так и в Витебской области проходит посредством создания школьных STEM-центров в рамках дополнительного образования. Региональный центр педагогического STEM-образования, который работает в Витебском областном институте развития образования с февраля 2020 года, проводит обучение педагогов STEM-подходу, преподаванию учебных предметов и координирует их самостоятельную деятельность, систематизирует и аккумулирует опыт работы в этом направлении.
Сегодня учителя региона знают его как популярную площадку для обучения, активного общения, обмена опытом, место сосредоточения новых разработок, моделей, шаблонов для дальнейшего самостоятельного изучения вопросов STEM-образования и применения его в учебном процессе. Активная экспериментальная инновационная деятельность учителей Витебской области формирует повышенный интерес к обучению современным образовательным технологиям. Областной центр педагогического STEM-образования поддерживает проектную культуру, опирается на практику и D-подход, продвигает технологии перевернутого обучения, использование сервисов Web 2.0 в образовании. Также институт стремится не только обучать педагогов-воспитателей, но и включать их в работу сетевых сообществ, практикующих STEM-образование, разрабатывать и распространять новые методологии и методические материалы. В работе 4 наших локаций, которые представлены на слайде, ярко выражено направление на освоение учителями программирования и методик изучения на различных уровнях, от дошкольного образования до подготовки школьников к участию в республиканских и международных соревнованиях, турнирах, олимпиадах и конкурсах. Так, вашему вниманию мы представляем работу, которая была создана по мотивам произведений Марка Шагала для участия в конкурсе «Юный скретчер». Ее создал ученик нашего 4 класса. Одним из ключевых направлений деятельности центра является организация и проведение семинаров, мастер-классов, тренингов, круглых столов, встреч с опытными преподавателями, которые имеют интересные разработки и успешно внедряют STEM-технологии в учебный процесс. Участники мастер-классов не только виртуально посещают STEM-уроки, но и сами получают опыт разработки таких занятий. За время работы центра было проведено 9 тематических семинаров STEM-образования в современной школе и повышение квалификации по данной теме. Так, сотрудники центра постоянно повышают свою квалификацию, участвуют в тематических семинарах, проходят обучение на курсах, например, таких как STEM, современные информационные технологии для начальной школы и старшей школы, разработанной компанией Microsoft серии вебинаров, которые проводят коллегами из Казахстана и многих других. Создание такого центра не было бы возможным без поддержки парка высоких технологий Республики Беларусь, с которым Витебский областной институт развития образования сотрудничает с 2008 года. За это время были совместно реализованы такие образовательные проекты, как апробация курса «Основы информационных технологий, программное обеспечение, аппаратные средства персонального компьютера», программа по апробации инновационной обучающей среды «Один ученик, один компьютер», образовательный проект «Программирование. Вторая грамотность», проект для школьников «Программирование микробит в среде Scratch», образовательный проект для дошкольников «Информатика без розетки».
В Витебской области работает 3 IT-академии, 6 центров информационных технологий, открытых при поддержке и финансовой помощи компаний-резидентов парка высоких технологий. Сотрудничество института с высшими учебными заведениями области и Республики Беларусь, которое вносит вклад в качественную подготовку педагогических кадров и специалистов образования, содействие и безвозмездная спонсорская помощь предприятий и организаций, которые обеспечивают проведение инициированных институтов, олимпиад и конкурсов для обучающихся, укрепление материальной базы института, профессиональной компетентность сотрудников, обеспечивающих организационно-методическое и научно-методическое сопровождение работы по совершенствованию профессиональной компетентности педагогических работников и специалистов системы образования Витебской области, сетевое взаимодействие с учреждениями образования и лучшими педагогами региона позволяют добиться измеримых результатов. Так, на Республиканской олимпиаде по учебным предметам в 2022 году школьникам Витебской области было завоевано 119 дипломов, что позволило стать им лучшими представителями в Республике Беларусь. Тренд современного образования, связанный с реализацией образовательного потенциала экскурсионно-туристической деятельности, формировании гармонично развитой личности, современного воспитанника и учащегося, определил работу института и по созданию учебно-методического комплекса для экскурсоводов, методические рекомендации по проведению экскурсий с обучающимися различных возрастов. Его материалы призваны помочь в обеспечении качественной методической подготовки лиц, профессионально занимающихся экскурсионным обслуживанием особой категории экскурсантов, обучающихся на разных ступенях получения образования в диапазоне от воспитанников учреждений дошкольного образования до студентов учреждений высшего образования. Включенность института в международное образовательное пространство определяется сотрудничеством с учреждениями образования ближнего и дальнего зарубежья, организациями в сфере дополнительного образования взрослых и эффективным распространением перспективного педагогического опыта. Мы имеем партнеров, видите, договоры с нашими уважаемыми партнерами и из Российской Федерации, также из Республики Казахстан и многими другими. Системная работа, направленная на укрепление образовательных и кросс-культурных связей, выражается в участии в современных образовательных мероприятиях, проектах, научно-методических конференциях. Так, институт с 2014 по 2021 год был участником реализатора межрегионального исследования, моделирования и создания персонифицированной системы воспитания ребенка под руководством доктора педагогических наук профессора Степанова, заведующего кафедрой теории и методики воспитания Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Псковский областной институт повышения квалификации работников образования. Базами научно-исследовательской и инновационной деятельности были образовательные учреждения, экспериментальные площадки Витебской области, Республики Беларусь, а также Белгородской, Ивановской, Кемеровской, Липецкой, Псковской, Смоленской, Ярославской областей и Удмуртской Республики Российской Федерации. Основами реализации проекта стало создание монографии. Таким образом, Витебский областной институт развития образования как провайдер дополнительного образования взрослых в регионе обеспечивает непрерывность профессионального образования педагогических кадров и специалистов системы образования, активно содействуя формированию и развитию актуальных профессиональных компетенций. Перспективы развития института детерминируются повышением качества и доступности дополнительного образования взрослых в соответствии с потребностями инновационной экономики, информационного общества, образовательными запросами граждан и обеспечением позитивной динамики устойчивого развития института через диверсификацию его деятельности. Будучи включенным в международное образовательное пространство и являясь региональной площадкой сосредоточия новых научно-методических разработок, эффективного распространения перспективного педагогического опыта, активно участвует в совершенствовании теоретической, методологической, инновационной культуры субъектов образования и способствует повышению престижа профессии педагога. Уважаемые коллеги, приглашаем к активному сотрудничеству. Спасибо, Ольга Викторовна. Мы благодарим вас за подробное представление деятельности института. Мы понимаем, что действительно
Вы являетесь центром научно-методического сопровождения педагогов в области. И, конечно, мы очень надеемся на совместные проекты. Это будет очень значимо для педагогов нашей республики. Поэтому это только начало нашего сотрудничества. Спасибо большое, Ольга Я Викторовна. уверена, Да, что наше сотрудничество обретет, как говорится, результаты. обязательно. Всего доброго. Передаю Взаимно. приветствие от всего коллектива нашего института. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые коллеги, действительно трек «Непрерывное образование педагога», он очень для нас важен. Поэтому в продолжении именно данной темы, Светлана Антоновна, вы с нами? Добрый день. Гродненский областной. Гродненский областной институт развития образования приветствует вас. Дело в том, меня зовут Хоменя Елена Алексеевна, начальник управления методического сопровождения образовательного процесса. Дело в том, что буквально несколько минут назад Светлану Антоновну вызвали на совещание с Министерством сельского хозяйства и продовольствия, потому что завтра в Гродно будет в Институте развития образования Аграргиада 2022, республиканское мероприятие для учащихся, которые посещают факультативы аграрной направленности, и учителей, конечно же. Поэтому она меня попросила представить систему работы нашего института. Да, мы приветствуем Светлану Антоновну, она подключалась, уважаемые коллеги. Очень важно, что Светлана Антоновна и вы нашли возможность принять участие в пленарной части нашей конференции. И я передаю вам слово, мы говорим о профессиональной самореализации педагогов. Пожалуйста. Да, уважаемые коллеги, в условиях вызовов современности дополнительное образование взрослых все больше рассматривается в качестве ведущего образовательного направления и важнейшего условия профессионального развития и самореализации личности. Только 4 года будущий педагог связан с вузом, и на протяжении всей педагогической карьеры, это минимум 36-42 года, с Институтом развития образования. Отвечая на угрозы 21 века, ГРО, определив свою миссию, реализует ее посредством внедрения модели «Институт 4.0» на основе концепции самореализации личности педагога в непрерывном образовании с учетом межведомственного и межинституционального взаимодействия. Модель «Институт 4.0» включает образовательную деятельность. Ежегодно ведется обучение более чем 200 программам дополнительного образования, разработанным институтом. Они обновлены до 70% ежегодно. Организовывается более 200 образовательных мероприятий. Обучается ежегодно свыше 16 тысяч слушателей. И отмечу инновационность, практикоориентированность и гибкость доп. Образования педагогов. Методическое сопровождение. Только за 2020-2021 год институт разработал, опробировал и внедрил 8 инновационных идей, которые сегодня используются всей системой образования Республики Беларусь. Науку и коммерциализацию. Все это подразумевает построение интегрированного, единого образовательного профессионального пространства Гродненского региона, способствующего профессиональному развитию педагога на основе объединения ресурсов педагога, учреждения образования, в котором он работает, районных учебно-методических кабинетов и Института развития образования при одновременной адаптации содержания образования требованиям социального заказа к дополнительному образованию педагога и индивидуальным особенностям педагога. Ядром интегрированного пространства является разработанная нами концепция самореализации педагога в непрерывном образовании. Она реализуется на 4 уровнях. На когнитивном, когда мы работаем со смыслами и знаниями педагога, деятельностном, формируем личностно-деятельностные компетенции, эмоциональном, вырабатываем отношение к полученным знаниям и умениям, и психологическом, работаем с профессиональными ценностями и смыслами педагогов. Концепция включает 4 программы. Первая. Повышение престижа педагогической профессии. Выбор педагогической профессии не всегда является свидетельством профессиональной направленности молодежи на педагогическую деятельность. Этап самоопределения является важнейшим в процессе профессиональной самореализации. Поэтому институтом разработано и реализуется как для обучающихся педагогических классов, так и для педагогов, работающих в педагогических классах, система образовательных мероприятий на всех 4 уровнях. Вы видите их на слайде. Остановлюсь только на 2 уникальных из них. Педагогиада.
Весенний праздник педагогики для обучающихся и взрослых, когда в течение 2 дней обучающиеся 5 классов области олимпиадной, игровой, досуговой формы, а также в виде конференций демонстрируют приобретенные на факультативе компетенции. В это время их педагоги участвуют в семинарах, круглых столах, делятся ценным опытом через мастер-классы, уроки для взрослых и научно-практическую конференцию. Профильный лагерь «Профстарт», когда 100 обучающихся педагогических и аграрных классов в течение 2 недель летом пробуют себя в качестве молодых профессионалов под руководством профессорско-педагогического состава Института развития образования и вузов города Гродно. Результатом реализации первой программы повышения престижа педагогической профессии является мотивация абитуриентов на сознательный выбор и повышение уверенности работающих педагогов в ценности и значимости своего труда. Вторая программа – пропедевтическая поддержка профессионального становления молодых педагогов. С наиболее серьезными трудностями во владении педагогической деятельностью сталкиваются молодые педагоги, которым характерны ряд особенностей. Вы их видите на слайде. Вот это напрямую негативно влияет на психофизическое здоровье, способность к профессиональной адаптации, качество личной жизни и профессиональное развитие молодого педагога. Поэтому институтом с целью обеспечения возможностей для профессионального развития каждого молодого педагога предлагаются целевые образовательные программы и мероприятия, направленные на решение и выявление нами 5 блоков трудностей молодых педагогов. Работает школа молодого педагога, где занятия проводятся не только с профессорско-педагогическим составом института, но и учителями-методистами всей республики. И педагогическая студия «Скрытые сокровища», представляющая собой комплексные занятия, направленные на полное всестороннее овладение какой-то определенной вычлененной проблемой. Проводится фестиваль «Призвание педагог». Молодые педагоги активно включаются в конкурсное движение, в проектную и инновационную деятельность. Индикатором качества программы пропедевтическая поддержка профессионального становления молодых педагогов является закрепление в нашей области более 76% молодых специалистов в профессии после отработки обязательных 2 лет. Третья программа концепции – сопровождение профессионального развития и саморазвития педагогов на протяжении всей карьеры. Можно иметь самую лучшую программу образования, великолепную инфраструктуру и лучшие принципы управления. Но если нет хороших педагогов, любящих свое дело, тогда нет и качества образования. Изучая на протяжении более 10 лет профессиональные смыслы, ценности и цели педагогических работников региона, мы выявили 11 тактик развития педагогов в профессии. Для каждого институт разработал свою траекторию сопровождения через мероприятия всех 4 уровней. Результаты реализации программы сопровождения профессионального развития и саморазвития педагогов на протяжении всей жизни вы видите на слайде. 4-я программа – управление становлением и развитием руководящих кадров в системе образования. Автор концепции постоянного улучшения качества Эдвард Деминг считает, что только 15% отклонений в качестве зависит от непосредственных исполнителей, а 85% дефектов определяются недостатками управления. Невозможно изменение ситуации с образованием в учреждении образования коренным образом при отсутствии талантливого руководителя. Поэтому институтом на основе диагностики индивидуальных особенностей личности, потребностей, проблем, трудностей, с которыми сталкиваются руководители в процессе работы, разработана и реализуется как для резерва на должность руководителя учреждения образования, так и для руководителей системы образовательных мероприятий на всех 4 уровнях. Вы их видите на слайде. Основным результатом реализации программы управления становлением и развития руководящих кадров в системе образования является формирование стабильного кадрового состава у руководителей учреждений образования. Уважаемые коллеги, построить интегрированное пространство региона, получить достойные результаты, социально-экономическую эффективность можно только с учетом принципа межведомственного и межинституционального взаимодействия. Институт взаимодействует с Главным управлением образования облсполкома, с его координирующей, контролирующей, направляющей функциями и отраслевым обкомом профсоюза с функциями мониторинга и защиты на основе интеграции практики и науки. Дополняя друг друга, мы работаем в единстве на этапе выявления сильных сторон, проблемных моментов и определяем аспекты для улучшения качества деятельности системы образования региона. На основе последних исследований науки и достижений практики вырабатываем стратегию и тактику улучшения. А дальше в совместной деятельности происходит реализация разработанного, анализ и корректировка для получения качественного результата. Совокупность потенциалов
и придание взаимодействию системного характера позволяют получить синергетический эффект. С одной стороны, созданное образовательно-профессиональное пространство позволяет каждому педагогу региона реализовать себя в профессии, а в целом в системе образования Гродненской области занимать лидирующие позиции в Республике Беларусь. С другой стороны, институт обеспечить качество образовательных и иных услуг по профессиональному развитию педагогов в соответствии с национальными стандартами. О чем свидетельствует премия в области качества Гродненского облсполкома, полученная в 2017 году, премия правительства Республики Беларусь в области качества, полученная нами в мае 2020 года, занесение института на доску почета Гродненской области в 2021 году, признание лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2021 года в номинации «Услуги населению», а также присвоение специальной награды «Лучший в регионе». Спасибо большое за внимание. Постарались кратко представить всю систему работы Института И развития. у вас за представление действительно системы работы. Мы очень рады, что в этом году мы подписали с вами соглашение о сотрудничестве. Мы надеемся, что те события, которые мы будем в этом следующем году проводить совместно, станут значимыми для нашего педагогического сообщества. Я прошу передать от меня лично слова благодарности Светлане Антоновне за возможность подписать соглашение. И, конечно, будем надеяться, что наши команды институтов будут работать вместе на благо процветания России и Белоруссии. Спасибо вам большое. Мы тоже на это надеемся. Спасибо, всего доброго. Итак, уважаемые коллеги, мы представили все 4 трека. Данные 4 трека будут иметь продолжение в течение последующих 3 дней. Уважаемые коллеги, мы очень надеемся, что 13 мая, когда мы будем подводить итоги нашей конференции, мы действительно увидим ту профессиональную коллаборацию, которая определяет те возможности, те потребности и те решения, которые сегодня на уровне Республики Коми станут важными с точки зрения управления системой образования. Итак, уважаемые коллеги, мы завершаем пленарную часть. Мы благодарим всех, кто принимал участие онлайн, очно, кто будет к нам подключаться еще в офлайн режиме. Уважаемые коллеги, мы ждем вас на наших площадках. Всего доброго, до новых встреч!